Уфа принимает полуфинал конкурса «Это у нас семейно». Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Оксана Ачкасова. Это заместитель генерального директора президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы говорим с вами сегодня о том, что Уфа принимает полуфинал конкурса «Это у нас семейное». Давайте расскажем нашим телезрителям, что это за конкурс. Да, конкурс, на самом деле, второй сезон уже идет. Начался он в 2023 году. Объявлял его лично президент России Владимир Владимирович Путин. 1 сентября 2023 года впервые он сказал, что нам, наверное, нужен такой конкурс, который станет самым народным, объединит абсолютно всех. И так появился конкурс «Это у нас семейное». И этот сезон второй, он действительно стал самый народный конкурс, самый массовый конкурс платформы «Россия. Страна возможностей». 726 тысяч человек зарегистрировано в конкурсе. Дальше они выполняли разные задания. И вот у нас, это почти 200 тысяч семейных команд, в которые входят обязательно 3 поколения. Кто-то из детей, кто-то из родителей, кто-то из бабушек, дедушек. И по итогам вот в полуфиналы допущено 1523 семейных команды. Мы объехали всю Россию уже. И здесь в Уфе у нас завершающий полуфинал этого сезона, где собрались все регионы Приволжского федерального округа. 285 команд здесь, которые представляют свои регионы и будут показывать, что они действительно самые дружные, самые взаимоуважающие, взаимопонимающие, самые крепкие семьи Приволжского федерального округа. Вы сказали, что вы объехали почти всю страну. Это означает, что соревнования проходили офлайн. Офлайн. То есть сначала был онлайн этап, то есть если мы немножко вернемся к тому, как проходит конкурс, то есть дистанционный этап, на котором все семьи со всей страны участвуют одинаково. Вот все, кто зарегистрировался, получают доступ к заданиям. В этом году их было 48, и это достаточно много. Но в рамках этих заданий они учатся коммуницировать друг с другом. Они все очень простые. Единственное условие, что должна делать вся семейная команда, то есть все 3 семейных поколения должны быть включены в процесс. Они вместе готовят, занимаются спортом, занимаются какой-то волонтерской деятельностью или благотворительностью. В этом году у нас одно из самых популярных заданий. Они читали Руслана и Людмилу, например, в лицах. Такой театрализованный был формат. Какие-то инженерные задания. То есть очень много творческих заданий. При этом максимально объективный конкурс. У нас нет субъективной оценки, нравится, не нравится. У нас есть формат «выполнил задание или не выполнил». И, собственно, те, кто больше всех заданий по итогам дистанционного этапа выполнили, проходят в очные полуфиналы, которые проходят по всей стране. Это 8 округов. Соответственно, вот мы по всем уже проехали. До этого у нас был Владивосток и Дальневосточный федеральный округ. И вот здесь вот собрались для того, чтобы уже посмотреть на семьи живьем. То есть не было такого, что оценивают артистизм, а именно просто выполнил? Да. Но здесь очень важно, чтобы было просто соответствовало условиям задания. То есть должны быть все 3 поколения. Оно должно быть выполнено так, как написано. Если мы читаем отрывок из Руслана и Людмилы, значит, у нас дети, родители, бабушки, дедушки должны прочитать конкретный отрывок и скинуть об этом видео. Соответственно, это все мы отсматриваем, оцениваем. И на соответствие выполнению задания пропускаем или не пропускаем дальше. То есть состав у команд очень такой вот разного возраста. Это дети, бабушки. Кто менее активно, а кто, может быть, более активно вовлекается в этот процесс? Очень по-разному, на самом деле, потому что у нас есть очень много смешных случаев, когда, например, основным организатором стала мама. Вот таких большинство, наверное. Да. Но есть там, где и дети были организаторами, есть там, где бабушки были организаторами. Самые инертные на входе обычно папы. Безусловно. Но вот по итогам второго сезона мы просто смотрели очень много видеовизита, которые загружают семьи. Очень интересно, что в некоторых семьях по итогам первого сезона была мама самая активная, а во второй всех завел папа. Он сказал: слушайте, классно было, давайте мы продолжим эту историю. И, собственно, папы тоже вовлеклись. Бабушки, дедушки очень активные, с огромным удовольствием участвуют. Им есть что передать своим родным с точки зрения знаний, опыта, мудрости какой-то. И это очень здорово, когда они начинают вот всеми 3 поколениями взаимодействовать. Какой возраст участников, вот если брать бабушек и детей? Самый младший из детей у нас 5, просто меньше это уже будет не совсем в равных условиях находиться, да, особенно на очных мероприятиях, когда все члены семьи должны быть одинаково полезны для команды. Самые старшие, если мы берем дистанционный этап, то у нас вот в прошлом сезоне, например, самый старший был прадедушка, по-моему, 108 лет из зарегистрированных. Да, но у нас много, и он был адекватный, дееспособный? Да, они не дошли до полуфинала, к сожалению, но тем не менее он был зарегистрирован, и он там наравне принимал участие со всеми остальными членами семьи. У нас, на самом деле, достаточно много тех, кому 100 и больше, но в очных, если мы берем мероприятиях, наверное, самые взрослые, да, это 94-95 лет. У нас вот баба Женя в прошлом сезоне в одном из регионов была. А здесь, в Уфе, у нас есть 90-летние бабушки, дедушки, которые, собственно, тоже вовлечены максимально.
То есть еще и активно принимают участие. Да. Вы уже немного рассказали, коснулись о том, что какие задания, какие конкурсы. Да, вот есть вот Руслану Людмилу прочитать, причем в лицах. Шикарная идея. Какие еще задания? Ну, смотрите, на дистанционном этапе, Игорь, там в основном все задания связаны так или иначе с тем, что семья делает уже. Да? У нас очень много, самое популярное еще одно задание наше, это, безусловно, все, что связано с кулинарией. В этом году у нас семьи готовили любое блюдо, которое соответствует традиции их семьи, их народа, и которое состоит обязательно из теста и какой-то начинки. И там и позы, бузы, пирожки, чпачмаки, хуплу, в общем, все что угодно. Вот этим мы узнали какое-то бешеное количество названий, которых мы вообще до этого не знали, что существуют такие блюда. Они с огромным удовольствием вовлекаются в формат, например, зарядки утренней или какого-то спортивного состязания. Некоторые устраивают там у себя во дворе для соседей большие форматы, там мини-олимпиада, например, семейная, и это тоже очень здорово и очень хорошо заходит. И поэтому это все, то есть обязательно есть викторина, которая связана с историей, географией, культурой нашей страны, потому что, как нам кажется, в любом случае семьи, живущие в нашей стране, должны знать про ее историю, географию, культуру. Там дети очень хорошо помогают, потому что те, кто готовится в ЕГЭ и учится в школе, у них вот это вот супер свежие еще пока знания о нашей стране. И здесь дети точно самые такие, самые полезные. Много заданий, связанных с историей семьи. Это и семейные древа, и летописи. В этом году они делали семейный музей, например, когда там каждый член семьи что-то свое должен был сдать в музей и рассказать об этом историю. Это очень круто формирует вот эту вот гордость за членов своей семьи. Вы сказали о том, что конкурс призван не то чтобы научить, да, вот, может быть, заставить, как в какой-то отчасти, коммуницировать семьи друг с другом, разные поколения. Но ведь если семья коммуницирует, то она и будет принимать участие. А те, кто не коммуницирует, они и не станут участвовать в таком конкурсе. Или я не права? Я думаю, что скорее нет. Вот тут я бы поспорила, потому что когда есть один активный член семьи, то она остальных вовлечет, или он, в основном она. Да? То есть, безусловно, у нас женщины там являются таким двигателем прогресса. И они через конкурс начинают общаться. Мы когда все это задумывали, думали о том, что мы действительно очень мало общаемся дома друг с другом. Да? То есть, если каждый из нас вспомнит, что он делает, приходя домой, большинство сидят в своих собственных там гаджетах, да? Кто в телефоне, кто в планшете, кто в компьютере. Перестали общаться с детьми в формате чем-то хорошим, поделиться. Просто сделал уроки, не сделал уроки, там, как дела, в лучшем случае со старшим поколением созвонились. Когда мы даем задание, и просто даже если вдруг есть осознанные родители, например, которые пошли к семейному психологу и решили, что вот давайте мы что-то поменяем, что происходит? Они сходили, им говорят, надо прийти домой и вот, по новой начать. И приходит мама домой и говорит, так, с сегодняшнего дня живем по-другому. Ей семья говорит, нормально же все было, почему сейчас мы должны перестраиваться? А здесь все равно есть хороший триггер, это приз, это 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые можно выиграть в нашем конкурсе. И когда она приходит вот с такой историей, что, ребят, давайте соберемся, это несложно, мы потратим 5 минут, чтобы сделать зарядку, мы вместе с вами что-то приготовим, там во что-то вовлечемся, и есть возможность выиграть большой приз, то люди начинают в это как-то верить, и вот они через это начинают больше общаться, получают очень крутые видеоархивы для себя, потому что это прям интересно, и дальше очень многие пересматривают, и участники многие говорят, что у них поменялись отношения в семье, просто качественно другой стал уровень. Мы с вами говорили в основном о заданиях, которые дают онлайн, а вот когда уже приезжают на полуфинал, когда уже на месте, что делают участники? Там только конкурсы или есть мастер-классы? Да, есть и мастер-классы, есть и конкурсы. Основное, безусловно, это именно оценочный день, он один. Это 8 заданий, которые разбиты по категориям. Наша задача всегда, чтобы все семьи были в равных условиях. Неважно, там ребенок, которому 5 лет или 16 лет, есть бабушки, дедушки, если есть ограничения какие-то в здоровье, чтобы все могли принимать участие. Поэтому все задания выстроены таким образом, чтобы семья, во-первых, могла в каких-то заданиях выбирать, кто пойдет в них участвовать, а во-вторых, это, безусловно, на все. Это и спортивные, и викторины, и творческие, и задания на взаимопонимание, и ты можешь добрать, условно, если ты не очень спортсмен, хотя мы не бегаем 100-метровки, да, то есть понятно, что это скорее такой формат веселых стартов, но если ты не очень спортивный или не можешь что-то сделать на веселых стартах, ты, возможно, в викторине наберешь достаточное количество баллов. Или вы очень хорошо друг друга понимаете, одно из наших любимых
любимых заданий – это игра в крокодил. И это фантастически интересно, когда на площадке там 1500 человек одновременно объясняют, значит, задания, какие-то слова. И поэтому вот эти 8 заданий, они выстроены, они очень объективные тоже. В них учитывается формат, условно, если ты просто участвуешь 1 балл, если ты выполнил задачу, которая перед тобой стоит 2 балла, и те, кто набрал 10 лучших результатов, получают 3 балла. Из этого мы просто делаем рейтинг, и дальше проходят в финал те, кто набрал больше всего баллов по итогам полуфинала. Ну, плюс мастер-классы, безусловно, в каждом регионе у нас есть что-то интересное, что-то национальное, что-то привязанное к региону. Здесь, например, у нас танцы башкирские учат наши участники во время мастер-классов, матрешки расписывают, самовары. Ну, то есть очень много всего, чем можно точно заняться. Я правильно понимаю, что победители полуфинала станут известны уже на месте, а не через несколько дней, допустим? Да, собственно, в последний день полуфинала, 14 числа, мы объявим те семьи, которые проходят дальше в финал. Финал традиционно у нас проходит в Москве в День семьи, любви и верности, 8 июля. Мы объявляем победителей конкурса. В этом году их в 2 раза больше. В прошлом году у нас было 30 победителей, но мы объявили 32, потому что не смогли выбрать по баллам. В этом году их будет 60. Это 60 семей, которые получат те самые 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Наверняка для участников есть какие-то сюрпризы. Но даже не знаю. Вообще для них, я считаю, что это, в принципе, приключение, да, то, что они приезжают, и это очень круто, потому что мы берем на себя полностью вот их большое путешествие даже на полуфинал. То есть мы их забираем из места, где они живут, привозим сюда, устраиваем огромное количество мастер-классов, экскурсий, прогулок, оценочных заданий. Плюс это, наверное, ситуация, в которой, ну, мне кажется, что никто из них никогда в жизни не был, когда ты своей семьей, как одной единой командой, ну, мне не нравится слово «против всех», но тем не менее, вот ты должен сплотиться и внутри настолько поддерживать друг друга, чтобы прийти к победе. И это очень круто, меняет их вообще осознание, столько друг про друга узнают, и для них вот осознание новых каких-то качеств характера, новых каких-то там талантов друг друга является, наверное, вот одним из больших сюрпризов. Плюс, да, у нас есть еще история про звездных гостей. Обязательно на каждом полуфинале есть большая встреча со звездным гостем, и если в предыдущих у нас были члены Напсовета, собственно, и здесь приезжает один из членов наблюдательного совета конкурса. У нас встречи и с балеринами, и с космонавтами. Здесь, в Уфе, будет известный писатель Сергей Лукьяненко, автор тех самых «Дозоров». И он встретится 14-го с семьями, чтобы поговорить, рассказать, поделиться своими секретами семейного счастья. Оксана, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию. Необыкновенное мероприятие вы организуете, это целый квест. А скажите буквально в 2 словах нашим телезрителям, которые на следующий год наверняка захотят попробовать. Что нужно сделать? Ну, во-первых, точно нужно следить за новостями, когда мы откроем регистрацию на следующий сезон конкурса, а дальше зарегистрироваться, и мы уже проведем всех по нужным траекториям, по нужному пути. Главное собраться, собрать 3 поколения, договориться, что вы точно хотите победить, ну или как минимум для нас там мы считаем, что самая главная победа – это гордость за членов своей семьи, и мне кажется, что это то, ради чего тоже стоит поучаствовать. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.